нам сегодня хочется немного рассказать о своих старших коллегах, на долю которых выпало нелегкое бремя войны. В числе подписавшихся под резолюцией митинга управления кинофикации была подпись Владимира Давыдовича Бочкина. До войны много занимался постановкой кадров кинофикации нашей республики. Выпустил книгу о работе передвижной электростанции, и в то время это было единственным источником света. Владимир Давыдович был трижды ветераном. Ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и ветеран Невской, Дубровки, Ленинградского фронта. Награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной звезды и другими. После войны плодотворно работал в системе кино. Для расширения и укрепления материальной базы кино делал очень многое. В числе первых на войну шел и Семен Иванович Кондратьев. Семен Иванович работал в кинотеатрах «Центральный» и «Залужный». Из войны вернулся с медалью за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и Японией. Но об этом, дорогие телезрители, я думаю, что он лучше расскажет вам сам. Я служил в Запорожском военном округе. Там первый, когда я приехал, я служил в 59-й отдельной кавалерийской дивизии. До тех пор я там, как попал там в 41 году, нас оттуда не отпускали. И я там до 45-го года, потом после 45-го года нас отправили в Японию. Я в Японии воевал там. Я гвардии сержант, командир связи, спецсвязи я там же. Ну, в общем, тяжело, в общем, конечно, в Японии воевали очень тяжело. Валентин Алексеевич Татаринов на войну ушел молодым. Он хорошо знал радиодело, усилительное устройство, и, видимо, поэтому его использовали в войсках специального назначения. Примерно с середины войны для передачи различной информации использовали мощные усилители, и такие усилители устанавливались на машине. И подъезжала такая машина к передовой линии, и передавались различные агитационные сообщения. Валентин Алексеевич продолжительное время работал техническим руководителем кинотеатра «Центральный» города Якутска. И он работал над внедрением широкоэкранного кино со стереозвуком и дневного кино и так далее, за что были присвоены Валентину Алексеевичу такие звания, как шеф-киномеханик, заслуженный работник культуры Республики Саха. Новгородов Михаил Тимофеевич был одним из организаторов кинодела в Намском районе. Кавалер 2 орденов Красной звезды, медали за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. В благодарственном письме командующего 1-й гвардейской танковой армии гвардии полковника танковых войск Катукова, члена военного совета 1-й гвардейской танковой армии гвардии генерала-лейтенанта танковых войск Попеля говорится: вы до конца выполнили свой долг перед Родиной в Великой Отечественной войне, прославив русское оружие на полях великих сражений с немецкими оккупантами, навеки прославив гвардию. Великий Совет 1-й гвардейской танковой армии отмечает ваше героическое участие в исторических боях по обладанию столицей немецкого империализма Берлином и поздравляет вас с праздником Победы. Благодарственное письмо Михаилу Тимофеевичу было вручено 9 мая 1945 года в Берлине. А после войны Михаил Тимофеевич свои силы отдавал развитию кинодела в Намском районе. Он работал заместителем заведующего отдела культуры по киносети.